Ну вот, дорогие друзья, сегодня мы с мамой будем рыбачить здесь, в этом чудесном месте. Сегодня мы уже находимся в Якутии. После выпусков с Ярославля я приехал для того, чтобы подготовить для ребят маршрут сплава. Как вы знаете, я занимаюсь уже не первый год туризмом, то есть не туризмом, но приемом встречи, так скажем, и проведением досуга для моих друзей, для гостей Якутии. Поэтому, кому интересно, друзья, пишите, обязательно с вами свяжемся. Контакты будут в описании под роликом. Вот. Каждый год мы ребятам организовываем отдых. И сегодня вот я приехал сюда, на реку Алдан, в Якутии. Здесь будем ловить, попытаться поймать что-нибудь. Недавно здесь мужичок взял на 12 килограмм щуку, я знаю, в этом месте. И попробуем и мы половить. Я, Мария и моя мама. Втроем будем рыбачить. Что нам получится поймать, увидите сегодня. Я буду ловить на вот такой вот нано джиг. Это получается ультра. То есть тестовка 0,1-2 грамма. То есть, ну вы уже поняли, что в основном сегодня рыбу, значит, буду ловить я. Итак, погнали. Так, Мария. У меня распаковка нового спиннинга. Я специально заказала, намекнула Славе, чтобы у меня был отдельно розового цвета спиннинг. И вот мечта сбывается. Наконец-то открываю свой новый спиннинг. Вот. Смотрите, какая красивая расцветка. Теперь я не буду путаться и буду знать, где мой спиннинг. Да ладно, ты как будто до этого путалась, прям брала чужие спиннинги и рыбачила на них. Волшебная палочка. Смотри. В смысле? Ну это так спиннинги собираются, да, со двухсоставники. Тест какой? Я не знаю в тестах, не очень разбираюсь. Тут написано... Ясно. Надо было и крокодила подарить просто. Грамм. Ну, в этой и есть тест. Да. Вот, теперь я знаю. Ну все, давай, удачи тебе поймать что-нибудь. Спасибо. Мама уже пошла там вперед всех. Самая заядлая рыбачка. Учится забрасывать. Надо бы показать, как забрасывать правильно. Ну а я, друзья, если быть уже, как скажем, профессиональнее, буду сегодня ловить на спрут москита 2. Вот такой вот нано-джиг. Получается 0,1-2 грамма, как я сказал. Катушечка тоже москита SM 500F. Вот. Ну и тут плетня тоже спрутовская, именно идет под эту катушечку и под эти тесты. И здесь вот поставил поводок, конечно, этот флюорокарбоновый. Все. И вот такой вот крэнк на 2 грамма. Сейчас погоняем. Будет прикольно. Заглубление 1,06 м. До 0,6 по заглубление. Он плавающий. 28 миллиметров. Ну вот, смотри. У тебя это какая-то крутая, это же. Вот так вот открываешь. Вот пальцем держишь. Спиннинг надо держать вот так. Чтобы между этих двух пальцев. Да-да. Вот так держишь и потом забрасываешь. Просто палец отпускаешь. Понятно. Так, это первый улов моего нового спиннинга. Исторический момент. 2 сантиметра. 2 сантиметра. На крючок, что ли, попался? Да, на крючок. Ну, понятно. Рыба, значит, есть тут. Надо ловить. Да. Мам, тебе надо этот подкрутить. Тебе надо подкрутить фрикцион. Да я не знаю, где это фрикцион. Ну, здорово, Славик. Давай. Мама поймала рыбу. Подожди, как? Вот это щука,
Поздравляю! О, Первая щука! красотка! Может, отпустим ее? Держи. Так, Ага, давай, смотрите меня. держи, держи. Нет, за поводок лучше держать. Ты что? Где поводок? Да, да, вот так, ага. Ага. Держи. Поднимай. Надо было помыть ее. Помыть надо было, ага. Давай, Ага. грушу. Ты Давай. будешь это кушать? Забирать. А она уже вся в крови же. Так я говорю, там уже жабры Да, порваны. давай я Березинам отдам. Ну, сейчас, иди Ага. с палкой. Там у нее внуки. Пускай внуки поедят. Тут Ох, я в этом не чувствовала. Сейчас будем Просто фотографировать. сухантахар потом умуннах поэтик. И даже, а тут чувствую это. На борьбу. этот, да. На Ты вот прям такую. туда закинула же ровно. Да? Где он сыгранул? Нет, я дальше кинула. Ну, чуть-чуть дальше. Вот Но на потом, когда такую. повела, ты у него перед носом повела. Вот так вот делается, да? Да. Профессионально, короче, я выудила. Но ты просто его профессионально это. Получается. Профессионально поймала и профессионально вытащила. Вот, друзья, Мария вытащила окуня, сама того даже не подозревая. Осваивает новый вид приманки, джиголовка на резину. И говорит это, что-то говорит, палку какую-то тащу, говорит. Ну, хорошая палка такая, ничего такая. Мама сегодня в ударе. Ну там еще один улов. Мы переместились на место, которое называется Камни. Тут известняк, плетняк. Так. Можно изучить этот происхождение земли здесь по слоям. Непромысловый размер маленечко попался. А, Просто он мало кусок жабры у него выдернул из рта прям. карандашик. Поэтому забираем, ага. Ну что деваться, куда деваться? Ага. Умрет все равно. Давай здесь кидать. Локация рыба вся здесь. Давай. Ну я пытаюсь, но я не такой профессионал, понимаете? Не как мама. Между плитами растет чабрец. Вот. А еще лук. Речной лук, да? Вячеслав сегодня ничего не поймал. Я просто пришел получить мастер-класс от Надежды Васильевны. Вот она мне показала, рассказала, как нужно ловить. Думаю, завтра мы точно поймаем. Ну вот, друзья, пришла вот такая водометная насадка на 90-й мотор. Посмотрите, все как четко сделано. Это все, друзья, делается на довольно высокотехнологичном оборудовании в Китае. Китай далеко шагнул в этом плане. Посмотрите, какой толстый вал. И два быстросъема. Вот они. Мне осталось только, получается, докупить к нему помпу, установить ее сразу в сборе, чтобы не разбирать постоянно помпу с редуктора сапога винтового. Ну вот так вот, друзья, из Saha Motors мы забираем все. И кроме этого еще будет, сейчас покупаю мотор, китайский Reef Rider называется. И на нем будем тоже летом ездить. Ну вот, дорогие друзья, находимся в городе Якутске, Сергеевская 64 километр, дом 27, компания Saha Motors. И в этом ролике, друзья, я буду использовать вот этот мотор лодочный. Нынче я его приобрел для сплавов. У меня очень большой опыт использования моторов 9.9 как по горным рекам Якутии, так и вообще в целом. И хочу сказать, что вот этот мотор собран на базе Тахацу. Очень качественная сборка. Мотор Тахацу проверенный временем у нас в Якутии, да и вообще в России. Был сейчас вот в Ярославле и на Рыбинском водохранилище, даже у ребят я видел, использовали вот такие моторы уже. То есть это в России уже
Этот бренд довольно-таки несколько лет, и моторы проверены. Ну, теперь будем проверять у нас по рекам Якутии. Посмотрим, как они, наш сплав пройдется благодаря этому мотору. Сейчас не буду ничего говорить, посмотрите сами в ролике. Погнали. Ну вот, дорогие друзья, вот так вот чудесным образом мы перемещаемся сюда. Сегодня я буду обкатывать этот новый мотор Reef Rider 9.9 Pro. Здесь на реке Алдан. И по умолчанию винт идет на 9. Вот. Это грузовой получается. Ну и что тут сказать. Вот бак. Масло добавил, получается, 1,25. При первом использовании эксплуатации при обкатке мотора масло должно быть чуть побольше, в 2 раза. Ну и думаю, обкатаю один бак в щадящем режиме на небольших оборотах. Благо мотор оснащен встроенным тахометром. Вот, можете посмотреть с моточасами. Вот сейчас 0,05 моточасов, что довольно удобно для того, чтобы следить и мониторить именно работу моточасов. Также скажу, что тахометр расположен внутри капота колпака, что позволяет ему остаться дольше сохранности, потому что у некоторых моделей его размещают здесь, там. Он намокает, и поэтому бывает такое, что выходит из строя. Ну все, сейчас вот я использую обычный бак, как видите, бак на 50 литров, что довольно удобно. В крышке вмонтирован штуцер и шланг опущен на дно. Во время езды мне не нужно переливать с канистры в канистру, я просто выкручиваю крышку, вкручиваю в другой новый бак. Вот. Ну все, взяли жилеты, сейчас поедем, порыбачим и покатаемся на новом моторе. Так, друзья, вот завел, шум приятный, вот прям вот чувствуется новенький мотор, компрессия, все это вот, мощь прям чувствуется в нем. Очень качественно работает, вода пошла. Первые обороты просто вот практически на холостых колмачу. Лодка плывет. Вообще не газую, вот просто вот она под своей работой. Ну как бы включил передачу переднюю и плывем. Все. Буа. Что? Автографом. Ikitun siya tawasla kasi yung tinda. Травку так открывай просто. Угу. И они там внутри, их вообще тут много. Ну как видите было? А вот здесь уже кутарбытар. Вкуснотища. Вот под такими скалами у нас обед. У нас тут за спиной грот такой. Сейчас будем там фотографироваться. А там гнездо сокола, да? Сокол? Ага. Сокола.
Вот. Такая красота. Все, Слава преподнес угощение реке своей родной. Говорит, вернулся. Вернулся в родные края. Обед. На самом деле теплая, просто это я сам угодил дуру. Ой-ой, я поймала. Давай, бабу. Я поймала. Выкачивай, как я тебя учил. Во. Ой. Во, давай, выкачивай. Она ушла. Ой! Вот когда ловишь, мама, ты одно это движение не выполняешь, а ведь. Ага. Давай, давай. Игорь. Ух ты, собрался. Хорошо. Отпускаем его. Ага. Отпускаем. Попечь. Нет. Да, я отпущу. Я отпущу, дай. Каралах мағаттар, да? Андылар болу. Тащит. На джигу взяла. Окушок. Хороший. На дне взял, да? Ага. Когда этого? Сразу даже это не успела. Ну, давай отцепляй. Молодец. Молодец. Научилась потихоньку джиговать, да? Ай. Вай, смотри, какой огромный. Ну, такой хороший, да, давай. Да они даже через этот прокусывают. Ага, есть. Есть. А, сошла, видишь? Резинка сработала, ага, небольшая щука. Бегу с молотком добивать срочно, в срочном порядке. Прям по башке. Мария поймала щуку немаленького размера. Двушка. Двушка. По башке дала, да? Камнем дала, но у тебя много нет. Положи щуку на землю. Ай. Вот так надо давать. Ну, мы видели издалека, но не так отчетливо.
Вот полетели они. О, черные журавли. Закат. Красивейший закат. И мы такие балдеем. Да. Это бьютюкра, леска. Ну, руками возьми. Приспусти маленько этот леску-то. Вот, и возьми теперь руками за плетню. За поводок возьми. Все. Цепляй. Это больно. Че, окунь надо? Ну вот, дорогие друзья, сегодня я, получается, обкатываю вот этот мотор, Рифрайдер. Напомню, я его приобрел в магазине Саха Моторс в городе Якутске. В этом году Саха Моторс очень хорошо у нас по Якутии отработал. Много кого они обрадовали, в том числе и меня. Вот. Я у них купил два мотора, этот и Ямаху. Так что мотор себя показал хорошо. Сейчас на нем уже порядка, наверное, давайте взглянем. Самому интересно. Весь день мы катали. Где-то что-то поймали, где-то что-то отпустили. 2,7 моточаса. То есть, ну, бак еще не закончился. У нас обычно обкатывают одним баком. Можно сказать, обкатка еще не закончена. На самом деле, обкатка сама это процесс, когда, да, сильно не даешь обороты. Я держал на средних оборотах. Это даже, я считаю, много, потому что лодка, мотор идет очень хорошо, резво. Дело все в масле. Вот. Главное, вот первые бак, два бака, нужно масло прям не жалеть, 2 к 1 лить. И все. Так что, ну что могу сказать, рекомендую, ребят, рекомендую. Хорошие моторы. Но время еще покажет. Буду летом использовать. Много раз его еще увидите у меня. Поэтому сегодня мама чемпион опять. Ну вот я приехал вообще как бы к ней получить мастер-класс, а то последнее время навык потерял. Вчера была чемпионом, вот, сегодня Маша чемпион, да. В общем, я пока обучаюсь, отстаю. Вот. Я вообще ничего не поймал. Ну, я ошибся со снастью, конечно. Вот. Взял ультралайта, поэтому кидаю только граммовыми до 2 грамм. Но самое главное, что побывали мы, ребят, на рыбалке и половили. Ну все, друзья, давайте на этом закругляемся. Сейчас мы поедем домой, уже время позднее. Вот, как вы видите, у нас в Якутии белые ночи. Сейчас уже ночь. Вот, 10 час. И скоро увидите новые сюжеты. Всем хорошего настроения. Всем спасибо. Всем пока.